разделяют сотни километров, но объединяет национальность и вера. В прошлом году религиозным деятелям собраться не удалось из-за пандемии. Эта встреча проходит перед важным событием. В следующем году в Болгарии отметят 1100-летие принятия ислама. Этот форум для нас очень значим. На федеральном уровне создан оргкомитет по празднованию 1100-летия принятия ислама. По поручению президента России его отметят в масштабах страны. Кто-то говорит, ислам не имеет отношения к татарскому народу. Это неправда, потому что 100 лет назад, когда не было татарского театра, татарской эстрады, язык сохраняла наша религия. Так ислам сохранил нацию, нация сохранила религию. Сегодня в Казань приехали 1200 делегатов. Ильхам Мамлиев – один из самых молодых участников. Ему 22 года. Имамом в родном селе в Пензенской области стал всего 3 месяца назад. Знакомиться с другими религиозными деятелями и узнать проблемы, которые не только нашей области, а других областях, какие проблемы. Форум открылся выставкой «Луч ислама», шамаили, национальная одежда и ажиотаж у прилавках с книгами на родном языке. Главные темы дискуссионных площадок – изучение духовного наследия, культуры ислама, вопросы воспитания, освещение религиозной жизни в интернете. Сейчас население в целом все там в социальных сетях, в большей степени Инстаграм, ТикТок, даже ВКонтакте. И мы должны научиться пользоваться этими инструментами для эффективной проповеди. Самый актуальный вопрос – сохранение татарского языка. Делегаты делятся опытом, как развивают язык в своих регионах. Наша задача, как имамов, тоже обстоит. Мы проводим летние лагеря и тоже детей стараемся обучать нашему языку татарскому, нашей культуре, духовной нравственности. Впереди еще 2 дня форума. Итоги дискуссионных площадок подведут завтра на пленарном заседании. Оно пройдет на Казань-Экспо с участием президента республики. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.